Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире первого карагандинского программа «Багат» в студии Тухжан Лянова. В ноябре прошлого года глава региона Ерлан Кошанов и глава агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев подписали устав проекта «Сарыарка адалдык алаңы». Таким образом, Караганда перенимает столичный опыт в борьбе с коррупцией. О том, как противодействие данному явлению осуществляется в нашем регионе, расскажет наш сегодняшний гость. У нас в гостях Малика Кусинбаева, руководитель проектного офиса «Сарыарка адалдык алаңы» по Карагандинской области. Малика, добро пожаловать к нам в студию. Как известно, глава государства объявил текущий год годом молодежи. И нам очень приятно видеть в гостях представителей молодого поколения, которые могут служить примером для своих сверстников. Как известно, вы руководите проектным офисом проекта «Сарыарка адалдык алаңы». Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее. Здравствуйте, спасибо. В нашей области действует проект «Сарыарка адалдык алаңы». Проект создан непосредственно, чтобы искоренить бытовую коррупцию, также созданием комфортных условий для граждан. Непосредственно мы охватим все структуры образования, ЖКХ, здравоохранения, архитектура, также правоохранительные органы. Мы хотим сделать нашу область самым чистым регионом. Хорошо. В последние годы в Казахстане, в частности в Карагандинской области, принимаются активные меры по борьбе с социальным злом, таким как коррупция. И в основном работа направлена на молодежь. Вот как вы считаете, наша молодежь, она готова к сотрудничеству на перспективное, на долгосрочной перспективе? То есть не рассеется ли эта активность после того, как они закончат вузы, в которых им прививают антикоррупционную культуру? Я думаю, что у молодежи рвение это было всегда и будет непосредственно, так как у нас в области действует проект «Школа молодого государственного служащего». Также в каждых вузах действует непосредственно проект «Саналы Урпах», который направлен на именно противодействие коррупции, также нетерпимости коррупции. Так что, я думаю, в рамках этого у нас проблем не будет. У нас очень много непосредственно желающих, которые хотят принять участие в нашем проекте, также внести свой вклад. Каждый студент, который к нам непосредственно приходит, он готов непосредственно свои идеи нам дать и также с ними поделиться. Вот школа государственной службы – очень интересный проект. Можете немного и на нем остановиться? То есть вы туда принимаете только школьников или студентов? Мы туда принимаем студентов 3-4 курса вузов нашей области, также молодежь с высшим образованием до 29 лет. Ограничений по специальности не имеется, так как, сотрудничая с главными нашими госорганами, мы заключаем при необходимости меморандум. Также непосредственно они проходят обучение в Академии госуправления при нашем президенте, филиал Карагандинской области. Также проходит стажировку в государственных органах, с последующим выдается диплом. Также с данным дипломом они могут поступить на государственную службу. То есть это все абсолютно бесплатно? Да, это все абсолютно бесплатно. А сколько длится по времени обучения? Полгода. Полностью проект у нас длится полгода. То есть вы еще и помогаете им трудоустроиться, верно? Да, мы их в последующем трудоустраиваем. Этот проект у нас длится 10 лет в нашей области, он самый долгосрочный по всей республике. Также непосредственно 496 выпускников работают на госслужбе из 736 выпускников. Ну, это отличный показатель. Ну вот, мне кажется, если команда сплоченная, а ее лидер дальновидный, то любой проект, за который возьмется эта команда, обречен на успех. Вот расскажите про членов вашей команды и про то, как вы увлеклись этим движением. Непосредственно в моей команде работают ребята, которые закончили школу государственной службы, также непосредственно, которые очень активные ребята, да, можем так сказать, которые горят желанием непосредственно внести свой вклад в нетерпимости к коррупции. Много таких ребят? Да, есть желающие. Ну вот, вы сами как увлеклись этим движением? По какой специальности вы обучались и в каком вузе? Я непосредственно увлеклась этим со школьных времен, наверное, с 11 класса, когда непосредственно нам, ребята, в школе это еще было, когда в то время еще было ЕНТ онлайн. То не онлайн, по-моему, они олимпиады сдавали, и там можно было непосредственно. Мы всей нашей командой тогда сказали, нет, это так нельзя делать непосредственно. Мы дали рекомендацию. Это вот еще началось со школьных времен. То есть именно ЕНТ, чтобы ребята сдавали, чтобы вот этих олимпиад не было. Вот. И также непосредственно с универа, с 1-го курса мы начали активно работать в этой сфере, также
занимаются школы госслужбы, да, вот. Так как у меня в семье все государственные служащие, непосредственно я всегда беру и брала до сих пор, беру пример со своих родителей. Вот так как родители меня учили с самого детства честности, никого никогда не обманывать и говорить всегда правду. Вы довольны своим выбором, верно? Да. Мгм. Ну, чтобы реализовать такой масштабный проект, нужно участие властей. Вот вас чиновники поддерживают? Да, они поддерживают непосредственно. Мы хотим отойти от бюрократии, от писем, непосредственно от факсов. Мы напрямую можем звонить руководителю государственного управления, любому государственному служащему, и непосредственно через телефонный звонок, через WhatsApp мы решаем ту или иную проблему, к которым к нам обращаются граждане. Мгм. Ну, формирование нетерпимости коррупции – это дело не одного дня, и, наверное, даже не одного года. Вот как вы считаете, сколько займет воспитание поколения, которое будет нетерпимо коррупции, вот которые будут сильны в своих убеждениях? Мгм. В научных книгах пишут 15-20 лет, но я думаю, это очень долгий срок. Но если мы будем таким темпом, сейчас, на данный момент, в котором мы движемся, я думаю, в течение 5 лет у нас это сложится, ну или, возможно, даже меньше. Мгм. Есть какие-то конкретные шаги, которые вы принимаете, когда работаете со студентами? Вот, например, во многих вузах, это не секрет, распространена такая практика, что студенты, когда сдают экзамены, допустим, да, или сессию, они полагаются больше не на свои способности, да, умственные, а на свой карман. Вот как вы с этим боретесь? Есть проект «Чистая сессия», непосредственно ради этого. Также у нас в каждом вузе есть антикоррупционный омбудсмен. Непосредственно данному омбудсмену звонят студенты, которые, к примеру, там преподаватели говорят, вот мы ставим такую-то ставку, принеси столько-то денег. Но чтобы такого не было, вот создан специальный антикоррупционный омбудсмен, непосредственно который решает эти проблемы, которые касаются поборов и так далее. Вот. Также непосредственно у нас проработана работа за целый месяц, у нас есть даже итоги, непосредственно это даже начинается в школах. Мы уличили такой факт, то, что в школах города Караганды продаются ученические билеты. Методом «Тайный покупатель» наши сотрудники проекта «Сарыарка Адалдык Аланы» ездили по всем непосредственно школам и также договаривались о продаже ученических билетов. Вот. И нам сделали их, и непосредственно это незаконный факт мы осветили, когда подписывали персональную ответственность в сфере образования. Также был аким города Караганды, также руководитель департамента по делам госслужбы противодействию коррупции по Карагандинской области. Чтобы данного факта больше не было, были зарегистрированы 3 школы, которые продавали ученические билеты. В рамках этого непосредственно мы сделали совместный приказ с отделом образования, также автопарком, чтобы контролировался данный вопрос. Угу. Но вот эти Также, омбудсмены, они имеются в 7 вузах, да, региона, если я не ошибаюсь? Да, во всех вузах. Также в колледжах. А вот есть какие-то данные? Сколько, например, фактов удалось предотвратить с начала учебного года? Вот эта информация мы... Угу. Ну, вы в конце года, наверное, подводите итоги, да? Угу. Ну вот, недавно вам довелось выступать на аппаратном совещании, и аким Карагандинской области Ерлан Кошанов остался доволен вашим докладом и даже подчеркнул, что готов оказать вам поддержку, полное содействие. Вот вам всего 21 год, да? Не каждый человек в таком возрасте достигает таких успехов. Что для вас это значит? Это для меня, во-первых, очень большая мотивация, то, что глава нашего региона оказал такую поддержку, так как сказать. Вот я буду оправдывать все возложенные на меня надежды. Также мы искореним это зло, коррупцию. Угу. Ну вот скажите, какие шаги включает в себя проект «Сарыарка Адалдык Аланы»? То есть можете описать подробно работу каждого звена цепи? Непосредственно это также, опять же, искоренение бытовой коррупции, то есть только что я выше сказала, это непосредственно вот мы нашли факты, которые по ученическим билетам, и также непосредственно создание комфортных условий. Недавно мы были в областном ГАИ, там мы натолкнулись на то, что там нету комфортных условий для граждан. И на данный момент мы сейчас там собираемся делать реконструкцию, также с таблом специальным, также с вывесками, вот, также чтобы была электронная очередь, также чтобы услуги все получали онлайн. Как вы считаете, в искоренении коррупции действенна профилактика или все же нужно так сурово наказать человека, чтобы впредь такого не было?
У нас непосредственно наша работа, она занимается профилактикой, то есть предупреждением коррупции. А чтобы суровое наказание, на это есть антикоррупционная служба. Наше дело предотвратить данное дело, чтобы не было таких фактов. Мгм. Вот с начала проекта прошло уже некоторое время. Чего удалось достичь? Непосредственно удалось достичь немалых результатов. То, что сейчас разработаны рекомендации по этим направлениям в сфере здравоохранения. Мы собираемся в сфере здравоохранения искоренить справки 0,86, то есть именно сделать защитную пленку, чтобы не каждый мог подделать их. Сейчас у нас многие же покупают данные справки, также больничные листы и анализы. Мы хотим, чтобы это все непосредственно регистрировалось, и также была защитная пленка, чтобы это не было подделкой, чтобы никто не мог купить эти фиктивные справки. Вот насчет справок. Вы правильно затронули эту тему. В последний раз, когда даже в сам департамент агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции пришли устраиваться люди на вакантные места, 3 кандидата из 21, если я не ошибаюсь, предоставили липовые справки 86-й формы. И тогда потом прозвучало предложение, что, наверное, должен быть один какой-то орган или одно место, где все люди будут получать эти справки. То есть не каждый в такой поликлинике, который прописан. Вот как вы считаете, это правильная идея? Да, это очень правильная идея. Мы это полностью поддерживаем. Также мы сейчас разрабатываем специальную систему, чтобы непосредственно искоренить это дело. Мгм. Ну, результаты невозможны без участия гражданского сектора. Вот люди знают об этом проекте? Да, у нас есть карта общественного контроля, также у нас есть колл-центр, на который люди могут обратиться, 8 776 175 50 55. Любой гражданин может непосредственно обратиться по вопросам также искоренения бытовой коррупции, также непосредственно созданием комфортных условий для наших граждан. Мгм. А сколько обращений поступило на этот звонок? За этот месяц к нам поступило около 400 звонков, непосредственно 20 из которых из других областей. Мгм. Ну, столичный опыт показал, что противодействие коррупции эффективно только тогда, когда задействованы все сферы. Да? Это и безбарьерное обслуживание, и обеспечение прозрачности работы государственных органов. Вот при запуске проекта говорилось о том, что власти будут ждать предложения людей. Вот, если бы у вас была возможность как-то повлиять на организацию работы государственных органов, что бы вы хотели изменить или улучшить? Есть конкретные вещи, на которые вы хотите обратить внимание? Да, начнем, наверное, с того, что эта прозрачность должна быть, то, что каждый руководитель не должен закрываться у себя в кабинете, да, к примеру, возьмем, что это делается в районах, в селах, да, к примеру, у нас были такие обращения. Вот, мы бы хотели, чтобы это все было открыто, непосредственно доступно. К примеру, мы еще также хотим искоренить непосредственно очередь в поликлиниках, очередь даже, к примеру, вот, чтобы все записывались онлайн, также после приходили. Вот, мы хотим сделать прозрачность во всем. То есть именно, чтобы это все было очень открыто, доступно для людей. Мгм. Наверняка вы читали об опыте разных стран в борьбе с коррупцией. Не только в Казахстане это есть, разумеется. Вот, опыт какой страны мы могли бы интегрировать, как вы считаете? К примеру, опыт Сингапура непосредственно, вот он очень такой для нас очень немаловажный. Мы сейчас его полностью изучаем. Сотрудники нашего проекта изучают непосредственно и, глядя на это, мы берем непосредственный пример. Почему именно Сингапур? Потому что это та страна, которая искоренила коррупцию в общем, в целом. Вот. А сколько лет ей понадобилось для этого? Достаточно. Ну, вы считаете, что мы тоже можем однажды Да, к этому прийти? если мы будем двигаться с таким движением, как сейчас, с такой целью, чтобы непосредственно искоренить и также сделать именно нашу область самым честным регионом, вот, я думаю, у нас все это получится. Бывает, знаете, 2 сорта огурцов, к примеру. Бывают одни огурцы свежие, хорошие, а другие огурцы бывают, они соленые. Непосредственно, чтобы не были они солеными, кислыми, мы будем двигаться, наши сотрудники будут свежими огурцами. Мгм. Вот вы все время говорите «мы». Мне кажется, вам очень комфортно, да, работать
Вы сейчас, вот на вас форма департамента агентства по делам госслужбы. Ну, расскажите вообще про ваш коллектив. Там поддерживают молодых специалистов, совсем юных, как вы? Да, там очень их поддерживают. Они все старше меня, мои коллеги, они все парни. Я одна среди них, да, они меня слушаются. Мы с самого, получается, с рабочего дня делаем план, ну, вот, и каждому даем поручение, и непосредственно в день мы собираемся 3-4 раза. Если, например, даже есть у кого-либо идея и так далее, вот. Также ночью у нас есть группа в WhatsApp, там любой человек из моей команды может написать, вот у меня такая-то идея появилась, и ну, сразу, чтобы не забыть, вот мы вот так вот 24/7 с ними на связи. Угу. Ну вот говорят, ну мы знаем, что сотрудники Департамента госслужбы и противодействия коррупции всегда стараются защитить права других госслужащих. Они выходят на рейды, следят за тем, чтобы не было фактов незаконных переработок. Но при этом, мне кажется, сами они иногда работают в ущерб себе. Такое правда есть? Нет, такого нету. Они работают до 18:30, 18:33 уже в департаменте никого нету. Отключается свет, и отключаются все кабинеты, закрываются все кабинеты. Такого факта не было. Расскажите, проект Сарыарка Адалдык Алаңы, он затрагивает правоохранительную систему? Да, в первую очередь он затрагивает именно правоохранительную систему, даже в сфере непосредственно создания комфортных условий. Мы хотим по всем регионам нашей области проехаться непосредственно, чтобы искоренить вот эти именно комфортные условия, то есть создать комфортные условия для наших граждан, чтобы была, опять же, доступность, прозрачность. Также непосредственно у нас работа проводится с курсантами академии, и непосредственно вот недавно буквально мы подписали персональную ответственность по недопущению коррупционных рисков в сфере образования. Эту персональную ответственность подписала сам начальник данной академии, также преподаватели и курсанты. В рамках этого у нас будет сегодня непосредственно у нас будет вестись мастер-класс для курсантов академии, чтобы искоренить бытовую коррупцию с надлежащими материалами, и также непосредственно они будут непосредственно вести лекции в отделах полиции. А как проходит работа в искоренении коррупции среди сотрудников дорожной полиции? Это, мне кажется, вопрос, который больше всего волнует граждан. Да, эта работа проводится и будет непосредственно, мы сейчас ее мониторим, и в последующем мы непосредственно дадим рекомендации, как именно работать с сотрудниками дорожной полиции. Ну что ж, Малика, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. И, конечно же, мы желаем вам успехов в столь непростом, но очень важном деле. Ну а я напоминаю нашим зрителям, что у нас в гостях была Малика Кусинбаева, руководитель проектного офиса проекта Сарыарка Адалдык Алаңы по Карагандинской области. Ну а я с вами не прощаюсь, а говорю до скорой встречи в эфире Первого Карагандинского.